Это самобытный старинный головной убор ингушских женщин, который бытовал исключительно в горной Ингушетии. До начала мастер-класса небольшая история старинного женского головного убора курхарс. В руках методиста отдела этнографии Республиканского дома народного творчества Заремы Цулоевой точная копия курхарса, который был найден при обрушении склепа в горной Ингушетии. Мастер воссоздала образ традиционного головного убора амазонок. Они, конечно, были разной формы, разной фактуры, величины. Варьировалась величина курхарса от 26 сантиметров до 44. Но есть единичные экземпляры, которые и достигали 60 сантиметров. После небольшого знакомства с историей дети погружаются в творчество. У каждого на руках заранее заготовленный материал. Это тонкий войлок для шитья, пропитанный специальным раствором, чтобы материал держал форму. Каждому из участников предстоит соединить две части и дальше украсить колпак узорами. Маленькая амазонка София Кадзоева легко справляется с поставленной задачей. Она любит все, что связано с историей нашего народа. И даже украшение для волос выбрала с национальным орнаментом. Очень нравится шить, и мне очень интересно, как это все делать. Я надеюсь, что у меня все получится, только с иголкой тяжеловато. Нам дали две заготовленные части, и надо было их шить. Шить надо было очень аккуратно. Это очень интересно, работать первый раз. Особенность курхарса состоит в том, что он был распространен исключительно в горной Ингушетии. Головной убор позволяет проследить черты культуры ингушского народа, показывая его самобытность и уникальность. Образ настоящей ингушской амазонки, воительницы невозможно представить без этого удивительного головного убора. В курхазе не было случайных элементов и деталей. Каждый узор, каждая вышивка хранит свою историю. Наши предки изображали то, что видели вокруг себя – животных, растений, силу, свободу и не только. Мастер-класс в детской художественной школе Назрани проводят в рамках всероссийской акции «Ночь искусств», которая объединяет любителей искусства и творчества всей нашей страны. Эти ребята с нашей школы, учащиеся, которые проявили большое желание изучить глубину, как вся она построена, всю конструкцию курхаса. Да, в нашей школе много есть отделений. Например, у нас проходит декоративно-прикладное, у нас изучают ковроделие, ковроткачество и также истинг наши народные, как говорится, ковры. И дети изъявляют большое желание, и им очень нравится. Каждый участник мастер-класса может забрать с собой сделанное своими руками изделия. Помимо прочего, Министерство культуры Ингушетии выделило для детей подарки. Это уникальная книга писателя Мусы Аушева. Рина Цычоева, Хасан Евлоев, Магаз 24.